На фоне российско-украинского конфликта лидеры России, Беларуси и Казахстана в Минске подытожили договор о Евразийском экономическом союзе. Проект, который собираются поддержать и другие постсоветские республики, прозвали моделью нового СССР. На примере аннексии Крыма в прессе стали звучать призывы к присоединению стран Центральной Азии к России. Несмотря на появление новых политических иерархий на пространстве Центральной Азии, власти этих стран с осторожностью наблюдают за российскими маневрами, не позволяя себе резких движений. В последние недели с заметной активностью там и тут публикуются результаты опросов общественного мнения, утверждающие о самых теплых настроениях жителей стран региона к перспективам евразийской, а значит российской интеграции. Часто пишут и о новой упрощенной форме получения российского гражданства. Одного взгляда на прессу достаточно, чтобы понять, кому отведена реальная роль в осуществлении планов Кремля. По информации программы «Перекресток», некоторые российские информационные ресурсы обязали своих представителей в регионе с определенной частотой пропагандировать госпроекты гуманитарного характера, интервьюировать местных политиков о необходимости значения русского языка и сближения их стран с Москвой. А некоторым редакторам местных газет в Душанбе через дипломатические каналы было предложено опубликовать статьи в поддержку идеи о присоединении стран Центральной Азии к России. Подобно тому, как два русскоязычных общественных объединения через сайт посольства России в Таджикистане открыто поддержали политику Путина по аннексии Крыма. Главный редактор еженедельника СССР Сайов Мизроб в свойственной ему манере выражает озабоченность по поводу высокого оптимизма, который появился у населения Таджикистана после присоединения Крыма к России. Автор своей статьи обращает внимание власть имущих на такое положение дела и видит в этом угрозу для главного достижения Таджикистана, а именно ее независимости. Между тем, на второй, третьей полосе таджикских газет можно встретить и другие статьи, в которых восхваляется прежняя жизнь советского народа или советского Таджикистана, где указывается на привилегии, которые имели народы советских республик как в области образования, так и в области культуры и медицины. Особую роль в реализации новой концепции государственной политики в области международного сотрудничества Москва отвела Федеральному агентству Россотрудничества, сообщает «Коммерсант». Отныне оно обещает вложить не менее 4 миллиардов долларов на гуманитарные проекты в странах СНГ, в частности, в Таджикистане и Кыргызстане. В таких странах, как Кыргызстан, дают о себе знать и новые медиаорганизации. Подробнее об этом расскажет Рахат Кинешева из Бишкека. В Кыргызстане в этом году весна оказалась дождливой, жизнь течет своим чередом, заголовки новостей почти неприметные. Зато каждый день в Бишкеке можно стать свидетелем, а то и участником мероприятия, организованного Российским агентством Россотрудничества. На днях, к примеру, в историческом музее открылась выставка фотографий и архивных документов, повествующих об отношениях двух стран. Заметную активизацию деятельности Россотрудничества в последние месяцы в Кыргызстане некоторые местные аналитики, политики склонны связывать с новой политикой российского государства по расширению присутствия в Центральноазиатском регионе и Кыргызстане. Действительно ли это так? Получить на этот вопрос ответ в Россотрудничестве нам сегодня не удалось. Но если говорить об опасениях, то они не обоснованы. Суть, скажем, почему это делает Россия? Если здесь есть какая-то идеологическая компонента, то она состоит только в том, что российское государство и в плане, в концепте вообще таможенного союза, где еще существует и Белоруссия, и Казахстан, они видят усиление этого союза, усиление экономического союза через укрепление культурно-исторических связей. Тем не менее, очевидным становится явный крен в сторону России в реализации крупнейших национальных проектов Кыргызстана. Россия присутствует в строительстве гидроэлектростанции Камбарата-1, предприятие «Кыргызгаз», обеспечивающее голубым топливом Бишкек и всю северную часть страны, отошло России за чисто символическую цену за $1. Жесткой критике гражданского общества подверглась также попытка кыргызского правительства отдать России контрольный пакет акций стратегического объекта международного аэропорта Манас. Россия на сегодняшний день расширяет, а если точнее, возвращает пространство, которое было в период СССР,
Сегодня в Кыргызстане можно насчитать более 40 российских общественных объединений. Многие из них в Бишкеке, но есть и те, которые работают в Аше, Иссыкуле, Чуе, Таласе и даже в самом отдаленном регионе страны – Баткенской области. В Узбекистане деятельность Россотрудничества в последние недели заметно активизировалась в отдаленных от Ташкента регионах. В конце апреля в Ферганской области состоялась встреча представителей агентства в рамках программы «Встреча с соотечественниками», в которой участвовали представители русскоязычной общины, преподаватели русского языка и работники культуры и искусства. А в преддверии Дня Победы, подобно в других странах Центральной Азии, началась кампания по раздаче георгиевских ленточек и ленточек с российским триколором, которые, кстати, широко используются и сепаратистами на востоке Украины. Способствуют ли эти и другие проекты на большее сближение Узбекистана с российскими политическими перспективами в регионе, неизвестно. Но по мнению политолога Анвара Назирова, регион Центральной Азии вместе со всеми его актуальными проблемами, в частности касательно отношений самих соседей, может стать незавидным приобретением для Москвы. Это очень регион густонаселенный, где постоянно есть высокий потенциал конфликтов. И разыгрывание подобных карт может привести к тяжелым межэтническим конфликтам, учитывая тот факт, что Россия сделала ставку на проблемы по решению водных проблем Кыргызстана, энергетических, которые, следовательно, с точки зрения Узбекистана неприемлемы, если взять, допустим, строительство крупных гидроэлектростанций. И второе, военную помощь Таджикистану. Известно, что отношения между странами этими очень тяжелые, Узбекистаном, Таджикистаном особенно, даже не столько с Кыргызстаном. Постоянно происходят шпионские скандалы, отношения и эмоционально, и психологически очень тяжелые. В Казахстане, традиционно считающимся главным геостратегическим партнером России в регионе, на фоне украинских событий порой звучат единичные призывы к присоединению к Москве или отказу от территории. 40% жителей этой многонациональной страны представляют русскоязычные народы. Правда, предложений о поддержке политики Владимира Путина на Украине от них не прозвучало. Здесь считают, что это может быть истолковано как вызов национальным интересам государства. Наверное, поэтому появлению доселе неизвестного народно-освободительного движения в Казахстане, призывающего к интеграции в рамках Евразийского союза, здесь никто не удивился. Нам брошен вызов, и нам объявили войну. Так в Казахстане узнали о народно-освободительном движении, коротко НОТ. Организация вступает за отказ от вступления Казахстана в ВТО, за интеграцию в рамках единого экономического пространства и Евразийского союза. О народно-освободительном движении Казахстана заговорили как о филиале российской организации «Национально-освободительное движение», которое относят к скрытым националистическим организациям и чья идеология заключается в пропаганде восстановления СССР. Лидеры казахстанской организации НОТ отрицают причастность к российской организации, хотя сайт движения рекомендует ознакомиться с деятельностью НОТ в России и Украине. Отношения к российскому НОТу мы никакого не имеем. Мы единственное применили их технологию, их информацию в информационной войне на территории Казахстана, потому что мы поняли, что схемы работы оппозиционных неправительственных организаций идут идентично и на территории Казахстана. Независимый казахстанский журналист Сергей Дуванов не видит активизации пророссийских НПО в Казахстане, но говорит о колоссальном влиянии российского телевидения. Вот это влияние СМИ, плюс русский фактор, о чем отдельно нужно сказать, определяет то, что многие НПО сегодня, они с точки зрения, допустим, оценки событий на Украине, самоустранились. Они боятся выражать свою позицию, пророссийскую, как правило. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев продолжает продвигать евразийскую интеграцию. Последние заявления на эту тему он сделал 28 апреля во время лекции перед студентами Московского государственного университета. Казахстан – единственное в Центральной Азии государство, которое входит в таможенный союз во главе с Россией. Эксперты уверены, что процессы, происходящие в последние дни в регионе, являются продолжением политики Кремля по попытке закрепить свое лидерство на утраченных за годы независимости постсоветских территориях. Мы попросили прокомментировать эту ситуацию эксперта Московского центра Карнеги Алексея Малашенко, находящегося с визитом в Алматы. В Кремле постоянно заявляют, что речь идет только об экономической интеграции,
Хотя совершенно очевидно, что экономика без политики просто-напросто невозможна. Это утопия. Поэтому есть определенное лицемерие, когда рассуждают исключительно об экономике. Тут, безусловно, есть политические амбиции, которые мы видим. Это не имперские амбиции, это нечто более современное, но тем не менее попытка вернуться, то есть даже не вернуться, попытка стать лидером на постсоветском пространстве, она всегда имеет место, даже если это так называемое постсоветское пространство всего-навсего обрубок Советского Союза. Эксперты уверены, что даже по прошествии 22 лет независимого существования Москва продолжает рассматривать Центральную Азию в качестве территории собственных интересов, пытаясь всячески ограничить присутствие в регионе иных игроков. Впрочем, позиции этих стран не были бы так шатки, если бы не проблемы коррупции, подавления гражданского общества и авторитаризма. События на Украине стали важным сигналом к тому, что лишь путем глубоких реформ и опираясь на поддержку собственного народа, власти могли бы сохранить целостность и независимость государств перед лицом новых угроз.